Уже по сложившейся традиции третий квартал начинается с участия команды ВАК в празднике Дни культуры народа Абаза, который проходит в городе Черкесске. Это событие, объединяющее традиции и современность, отражающее единство абхазо-абазинского народа. Символично, что фестиваль проходит 23 июля, в день утверждения государственного флага Абхазии. Фестиваль проводится по инициативе председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусы Экзекова. В этом году он юбилейный. Празднику единства исполнилось ровно 10 лет. Это большое мероприятие культурно сопровождается еще и спортивными мероприятиями, где наши спортсмены в количестве свыше 40 человек принимали участие. И это проходило в городе Черкесск. Наши ребята в разных категориях, в беге на 100 метров, в футболе, в волейболе принимали участие и заняли призовые места. Очень много проектов, очень насыщенный был этот период. И к концу года многие проекты будут завершаться. И в октябре, скорее всего, мы начнем уже формировать план на 2026 год. И, соответственно, это такой период написания планов и написания отчетов. Так что работа продолжается активно. Также мы принимаем участие в конкурсах, которые были презентованы в этом году. Это по направлению президентских грантов. И надеемся на то, что в следующем году в таком плотном сотрудничестве с фондом президентских грантов у нас будет очень много проектов. ВАК на протяжении многих лет ведет работу по сохранению нематериального культурного наследия абхазо-абазинского народа. В эти месяцы в Сухумском офисе прошла презентация нового документального фильма «Абхерца». Ранее фондом Экзекова были сняты фильмы «Аимцакячара» и «Броня». Авторы надеются, что материал о народном инструменте будет интересен широкому кругу аудитории, от любителей музыки до исследователей народной культуры. Фильм уже доступен широкому зрителю. При поддержке Всемирного абхазо-абазинского конгресса в селе Члу завершаются основные ремонтные работы помещения, в котором в ближайшее время откроется молодежный досуговый центр. В центре будут организованы кружки, творческие мастерские, лекции и другие образовательные и культурные мероприятия. Это позволит подрастающему поколению с пользой проводить свободное время, развивать таланты и реализовывать собственные инициативы. Проект по основам социального проектирования проводится командой Конгресса с 2024 года. В этом году он получил поддержку ОНО «Общественный центр социальных инициатив» в рамках проекта «Точка роста НКО Абхазия», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации. Помимо образовательной была решена еще одна масштабная задача – создание условий для обустройства комфортных общественных пространств в школах сел Шашикуарам, Гудзарху, Апакваши и Укум. Это позволило не только поддержать проектные инициативы учеников, но и создать новые комфортные общественные пространства. Совместно мы в 4 школах, это в селе Шашикуара Калского района, Пакваш, Укум и Гудзарху, открыли 4 общественных пространства, которые оборудованы всем необходимым для самой разной деятельности. Это для проведения тренингов, это для проведения мероприятий различных. Детям были предоставлены ноутбуки, проекторы, экраны, микрофоны, аудиосистемы, столы, стулья, настольные игры. То есть все, что можно использовать для того, чтобы по различным направлениям развивать детей. Соответственно, мы это обсуждали с самими детьми, они сами выбрали, сами решали, что им интересно. И думаем, что для развития детей это очень важный этап в этих школах. Соответственно, мы будем продолжать этот проект и в следующем году, планируем еще в 5 школах. Пока идет обсуждение, в каких будет реализовываться этот проект. Отдел Всемирного абхазо-абазинского конгресса по работе с местными представительствами продолжает культурно-образовательный проект «Тайны истории». На этот раз его участниками стали ученики от Дюбышской средней школы. В течение дня юные гости столицы посетили 4 музея. Музей боевой славы, Государственный музей, Дом-музей Гулия и Музей Банка Абхазии. В каждой из локаций школьникам провели интересную и познавательную экскурсию. Информационный отдел продолжил текущую
предстоящую работу. Это в первую очередь освещение проектной деятельности Конгресса на официальном сайте и на социальных страницах. В рамках проекта «Гукала» вышло 2 интервью. Гостями передачи стали композитор Тимур Агарба и сотрудник МИД Артур Гагулия. В августе мы стали информационными партнерами гастрофестиваля, который проходил в столице. Фонд Экзекова во главе с Мусой Хабалевичем пополнили ряды партнеров этого мероприятия. Оно стало очень ярким, масштабным событием лета. Мы широко его освещали, оно привлекло большое внимание наших читателей. Ну и, конечно, продолжилась наша ежедневная работа. Мы широко освещали совместный проект САНО «Общественный центр социальных инициатив» и другие проекты нашей организации. Все материалы о деятельности Конгресса доступны в интернете. Они напечатаны на 6 языках. Любой желающий может ознакомиться с ними на официальном сайте Конгресса. Эсма Джикерба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.